Команда Алтанского района спорта. И они поздравляют его, друзья, по команде. Молодец, Вулкан, красавчик. Я бы предложил, допустим, совмещать вот летний зачет и зимний зачет, тогда районы бы более активно участвовали. В комментариях пишут, что вы очень похожи на Губерниева. Здравствуйте! Сегодня эстафета. Погода минус 15, минус 14, где-то так. Немножко ветрено. И по плану снег не должен сильно идти. Поэтому я взял большую камеру. Будем работать. Эстафета у нас среди юниорок и женщин 3 километра и 4 спортсмена. А среди мужчин и юниоров 5 километров. Тоже 4 этапа. Две минуты до старта. 2 минуты до старта. И приглашаем первые этапы. Бронникова Людмила, Нерюгри, Левина Софья, Якутск, Ткаченко Анастасия, Алтан, Перова Екатерина, Мегина Канкаласку. Давай. И первые этапы у нас будут юниорки, и от них будет зависеть очень многое. Потому что все-таки вот эти классические этапы, первые этапы будут задавать ход всей гонки. Встань. Спасибо, Николай, спасибо. Город Якутск. Команда Нерюнгри с большим отрывом передают эстафету к третьему этапу Петровой Регине. Пономаренко Ирина идет, ее меняет Пономаренко Светлана. Это что, сестры, получается? По-моему, да, насколько я понял. Ага, это город Якутск, да? Это Алдан. Алдан. Какая путля. А это Якутск, да? Команда якутская. Это 4-й Какой лус? Видино-Канкаласский улус. Мегинцы. Оп. Павлова мира сменила Тайвану. Амгинский лус.
очень мощно идет Регина, передает эстафету. Кого, Кристине? Фролова Кристина. Фроловой Кристине. Якутская спортсменка передает эстафету дальше. А за ней готовится Анастасия Дубова. Опа. Передача и вот такое расстояние. Регина Кангаласы. Амгинский улус. Последний этап. Последний этап. Давайте. Ну, А мы на финише ждем. у нас Дубова Анастасия, Алданский район. Вот это да, вот это да. И она становится чемпионкой этой спартакиады. Сборная команда Алданского района становится чемпионкой этой женской эстафеты. Усилиями всей команды, естественно. Ну и на второй позиции мчится команда Нерингрийского района. Чуть-чуть не хватило сил, чтобы завершить золотыми медалями этой замечательной команды Нерингри. Первый этапный номер Фролова Кристина финиширует. И на третьей позиции уже второе место. Попова Анюта, представительница города Якутска. Вот такие итоги. И завершает практически скачку Дубова Анастасия, сделает былью. И, естественно, никто уже не верил. Город Якутск, третье место. Третья пошла на последний этап. Ну вот это характер, вот это да. Дубова Анастасия, мастер спорта, естественно, решила вопрос в свою пользу. Поздравляю с победой. Спасибо. Спасибо большое. В чем секрет вашей победы? У нас есть Настя Дубова. Просто Dream Team. Да, Алданский Тим, лучшая команда. Вы же шли на третьем месте, и как сумели обогнать всех? Минута 10. Докачали как могли, да. На втором подъеме, на третьем ветле догнала. Кому посвящаете победу? Нашему району, наверное, нашим тренерам, всем болельщикам, любителям лыжных гонок. На самом деле наши тренеры очень сильно нам помогают, они встают очень рано и катают нам лыжи и смазку и лыжи все. просто большое, огромное спасибо, Да. лыжи работали нереально вообще здорово. Благодаря им мы тоже выиграли. Очень сильные. Итак, я напомню, первыми финишировали у нас команда Алданского района в составе. Город Якутск поздравляю, третье место. Спасибо большое. А где ваш четвертый спортсмен? А там на трассе болела за нас. Как оцениваете свое участие на этой спартакиаде? Ну, вообще нормально, хорошо. Все сильные очень, и мы рады за третье место тоже. А раньше на командной эстафете вы какое место занимали? А в 2016 году мы второе место заняли. Алдан тоже первое всегда. Все очень сильные тоже, говорю, и мы все старались, и третье место тоже хорошее. Увидимся через 4 года, да? Спасибо. Пресс-служба Амгинского улуса снимает на телефоне. iPhone 12 рулит, говорят. Про, да? Ветер ты могуч. И юниоры мужчины в одном забеге смешанная эстафета 4 по 5 километров. Кстати, спасибо Егору Егоровичу Черову. Вообще суперские бахилы. Огонь. Вчера бы надо было такие носить. Очаку! Очаку!
Хорошо, что я нашел в себе укромное такое ветрозащитное место. И будем здесь ловить передачу. Ребята бегают, чтобы не замерзнуть. Гребенникову Николаю, кандидат в мастера спорта. И метель сейчас много будет зависеть от работы рук. Так получается, да? Егор Егорович Черов. Чероптинский луз, да? О, кана. Чероптин Юрбован, Алдан. Так, пойдем. Самый сильный алдан сейчас на перец России бегает. Мы наблюдаем, как быстро меняется погода в Алдане. Да. Вон там пурга идет. Пурга идет в Алдане, ничего не видно. А тут уже солнечно. Шестой номер на выключатель поднимается. Минута 15, Коля! Это тот, который вчера. Они не туда завернули. Это ты не туда завернул. Держись! Гош, давай! Билген, не билген, да. Гош, Виктор Леонидович, здравствуйте. Как идут соревнования? Соревнования проходят прекрасно, чудесная погода, зрители болеют все, солнышко, страсти на лыжне разгораются. Из этого чемпионата формируется сборная Якутии, да? Да, конечно, по итогам этого чемпионата в рамках спартакиады, 4-й спартакиады зимней, будет сформирована сборная команда Республики Саха-Якутия среди взрослых, женщин, мужчин, юношей, девушек, юниоров, юниорок. Я бы спросил такой вопрос, где будете участвовать, если бы это было бы осенью, да, начало сезона, а сейчас-то закрытие сезона, что планируется делать летом? Летом тренироваться. Вся основная подготовка у нас идет летом, база закладывается летом. Как поработаем летом, так будем бегать зимой. То есть работаем на объем? Объем, скорость, выносливость, все составляющие тренировки мы охватываем все полностью. Тренировочная база является вот лыжная база Алдана, да? Да, конечно. У нас великолепная база. Я считаю, что одна из лучших в России. Все условия абсолютно для спортсменов. Питание, размещение великолепное, трассы соответствуют мировому уровню. Поэтому наша база одна из лучших в России. Я думаю, что и в мире даже. Да. Я тоже так думаю в мире, потому что здесь же самый первый снег. Да, первый снег, конечно, естественно, первый снег у нас. Самый первый мы, и ханты от нас отстают, у Тюмени, они катаются на искусственном снегу. И только у нас, практически в мире мы единственные. Из истории, если затрагивать, то какие звезды здесь приходили? Российские?
Вообще мировые, да. Ага, ну, практически все олимпийские чемпионы и чемпионки прошлых лет, начиная с 80-х годов, посещали Алдан. Начиная от Вяльби, Земятова, Савельева, Рочи и так далее, все они прошли через нашу трассу, через наш Алдан. И какая команда сейчас более всего хорошо подготовилась к этому чемпионату? Ну, у мужчин, конечно, соответствует Ленск. В составе команды 5 мастеров спорта, но они не выставили полную команду, и поэтому они идут только или 4-м, или 5-м в командном зачете. А лидирует Нерюнгринский район, который выставил полную команду, более ровную, они идут на первом месте. Здравствуйте, Семен Семенович. Здравствуйте. Поздравляю с праздником спорта. Спасибо. Ежегодно эта спартакиада является... 4-летний главный старт по зимним видам спорта. Поэтому спортсмены готовятся, районы готовятся. Что получает команда, выигравшая первое место? Ну, это я не знаю, что получает, но я хотел бы отметить, да, чтобы побольше команд бы участвовали, да, потому что зачет, по-моему, не входит, как летняя спартакиада, да. Я бы предложил, допустим, совмещать вот летний зачет и зимний зачет, тогда районы бы более активно участвовали. Хотелось бы, чтобы все районы участвовали, потому что на этой спартакиаде полной команды всего 6 команд. Я бы хотел отметить команды города Алдана, Мегино-Кангаласский район, Чоропчинский район, вот, Нерюнгринский район. Вот такие вот команды, они очень активно участвуют. И перспективные планы федерации? Ну, мы, как говорится, общественная организация, но проводим плановую работу, вот, участвуем в формировании сборных команд нашей республики. Также проводим массовые соревнования. Мы ежегодно проводим Кубок республики, которые проходят в разных районах. Географию меняем. Количество участников каждым годом растет, и более качественно проводим эти соревнования. Проводим среди трудовых коллективов еще. Да, это тоже идет как бы моду, трудовые коллективы готовятся, содействием открытых лыжных прокатов. Ну, вот такие вот общественные работы проводим. Значит, в год у вас сколько соревнований? Ну, около 15 соревнований проводим мы. Это с осени до весны, да? Да, мы начинаем с августа. В августе у нас проходит здесь в городе Алдане лыжероллерные соревнования. Потом соревнования по общефизической подготовке. Потому что для спортсменов-лыжников это летняя подготовка, это самое главное. Поэтому как раз тут все собираются. Более 200 спортсменов участвует в этих летних соревнованиях. И начиная с лета мы уже заканчиваем Алданским марафоном. Это 18 апреля у нас состоятся последние соревнования. И будет закрытие сезона. Как известно, что все равно это спорт, и выезды, там сборы, соревнования, все равно вопрос опирается на деньги. Трудно ли найти спонсоров? Да, это самый сложный вопрос, к сожалению, сейчас, да. Но благодаря таким улусам, как Ленский район, много помогает нашим спортсменам. Амгинский район помогает. Ну, те спортсмены, которые представляют тот или иной улус, родной улус помогает. Это обязательно. Это получается как точечные, да? Да, точечные. Улусные, да? Да. Ну и, конечно, республика помогает. Центр спортивной подготовки, который наша команда числится там, сборная команда республики, числится Центр спортивной подготовки, а также специализированная школа Олимпийского резерва. Вот таких источников, разных источников. Ну и тут помогает в городе Алдане Селикдар, помогает, железные дороги Якутии помогает. Поэтому да, спасибо большое нашим, как говорится, да, нашим спонсорам, тем людям, которые поддерживают лыжный спорт в нашей республике. Что хотите пожелать любителям спорта и фанатам лыжных гонок, биатлона? Да, ну, я считаю, сейчас у молодых людей, ну и вообще всего населения спорт становится модой. Это очень радует, очень радует. И в городе Якутске, ну, везде, где бываешь, там скандинавской ходьбой занимается. Вот. Фитнес-залы у нас практически все забиты, да? Вот. Ледовый дворец полностью забитый.
Вот, плавательные бассейны забиты. Ну и когда мы прокат открываем, когда вот сезон начинается с марта, да, тоже люди катаются в Зеленом Луге, в парке катаются. И в Владимировке, городе Якутске, мы тоже открыли новую лыжную трассу. Вот, поэтому занимайтесь спортом, будьте здоровы. У нас впереди годы здоровья, десятилетия, поэтому лыжный спорт это такой вид спорта, что здорово помогает укреплению иммунитета, укреплению здоровья, ну и сердечно-сосудистой системы. Было интересно посмотреть, как справляется Александр Кулугин. Так что я думаю, что Паскал, будем, да! Давай! Давай! Коля, балаға не қайда? Он пятый идет? Да, вроде. Давай, поработай, последний подъем. Давай, чуть-чуть осталось. Вот быстрее, слева быстрее. Зачем ты раньше? давай. Александр Кулугин и в составе Коконкин Андрей, Котлярчук Ярослав, Рыбкин Владимир, Александр Кулугин становятся чемпионы 4-й спартакиады по зимним видам спорта. Ленский район, все мастера спорта. И они триумфально, и естественно все специалисты, тренеры сразу практически им одевали золотые медали. Неспроста, потому что Dream Team, Ленский район, давайте ждем. Александр, поздравляю с победой. Спасибо большое. Да, есть что сказать. Хотел бы поблагодарить свой район, это Ленский район. Если бы не они, их помощь, то нас бы тут не было. Все зимние сборы практически оплачивал Ленск. Спасибо Прокопию Леонидовичу за все, что делал. Так и планировалось, да? Далеко оставить своих соперников. Ну да, у нас команда очень сильная. Одни мастера спорта собрались. По-другому быть не могло. Стадион Команда Ленского Алтан, района. Радиогора, хоть как говорите, но при этом составе. все прекрасно знают, что любители Еще один спортсмен где-то на трассе. Амга, вот это да! И гордо реет амгинский флаг неспроста. Шестаков Никита, 12-й стартовый номер с флагом. Ой, тут уже ошибаюсь. 10-й стартовый номер финиширует на второй позиции серебром. Вот это да! Никита Шестаков уже кандидат в мастера спорта. Без 5 минут мастер спорта. Такое тоже бывает. Николай Кибович, я вас поздравляю. Бывают даже интересные чемпионаты. Это команда города Якутска. Александр Быканов и в составе Сисов Павел, Егоров Дмитрий, Сисов Василий. Быканов Александр становятся бронзовыми призерами 4-й спартакиады по зимним видам спорта. И без сил падает у нас Быканов Александр. И, естественно, поздравляет его друзья по команде. Молодец, Быкан, красавчик. Да, очень Скажи интересная что-нибудь. эстафета получилась. Естественно, никто не гадал. Итоги, конечно, всех радует.
И на 4-й позиции сейчас будет финишировать у нас спортсмен под номером 6. Это Нерингринский район, Горельников Сергей. И сегодня они финишируют на 4-й позиции. Чероптинец поздравляет амгинцев с победой. Чероптинец, в итоге какая была речь? Поздравляю с победой. Спасибо большое. В чем секрет вашего успеха? Командная работа. Кто тащил ему, если так можно выразиться? Ну, последний этап, Шестаков Никита. Не-не-не. Ну, каждый поэтапно работал. Все выкладывались на 100%, как и ожидалось. Самая сложная часть трассы где была? И с кем было такое жесткое сопротивление? Ну, самое себя побороть, конечно. Ну, себя победить. Погода холодновато чуть-чуть сегодня. Вот голова пришел, Николай Архипович. Он помог, да? Да, конечно, конечно. Поздравляю с победой. Спасибо. Кажется, по общему итогу вы первое место заняли, да? Да, в своей группе мы заняли первое место. Это мы повторили предыдущие спортивные игры, вот зимние, 2016 года. И в этом году у нас тоже надежда большая была, что выиграем. Ребята все хорошо тренировались. И со своей стороны тоже мы все, что требуется, все сделали для нашей команды. И мы гордимся своими ребятами. Надеемся, в будущем еще лучшие результаты будут. Да, спасибо. Сервис команда, Уруяйхал, Талан, Илья, Андрей. Сервис команда. Герои невидимого фронта. Коля лидер. Нормально туруй, Владимир туруй. Так это положи. Полностью общий командный результат утвержден. Протестов не принимается после утверждения. Благодарю за внимание. Сейчас будет награждение на второй, третий день соревнований. То есть второй день у нас гонка была спринтерская и биатлон. И эстафету мы вот здесь переговорили. Михаил Сергеевич, с успешным завершением чемпионата. Спасибо. Ну, я так думаю, что чемпионат удался, несмотря ни на что. Самое главное, что это спартакиада, да, чемпионат будет мотивация для будущих спортсменов, для детей. Они увидели на лыжне Алдана наших мастеров, наших сборников. И я так думаю, что лыжные гонки и биатлон никого не оставили равнодушным. Амгинцы первое место заняли по итогу, и это... Нет, ну амгинцы были лучшими и на третьей спартакиаде, да, и самое хорошее, что они были готовы, точнее, каждым видом спорта. Спартакиады мы видели, что они хорошо выступали и на спортивное ориентирование, и в сноуборде. Вот таких видов спорта они вот планово шли к успеху. И если прошлая спартакиада для них была какая-то неожиданность, то сейчас уже закономерность. Они уже были фаворитами и даже улучшили свои показатели. Когда такое было, что представитель амгинского улуса Шестаков Никита выиграл первый же день спартакиады 10-километровую дистанцию свободным стилем. И вчера по биатлону они были тоже абсолютно лучшими по итогам соревнований стреляющих лыжников. Шестаков Никита у мужиков выиграл, и Николай Максимов у юниоров. И, естественно, они закономерно, конечно, И сегодня мы видели, что в красивой борьбе эстафетной гонки
Практически в последнем этапе они пошли четвертыми, да, отрыв был более 1,5 минут, но усилиями, конечно, Шестакова Никиты. Он конек владеет очень технично, красиво, и все-таки он вырвал серебряную медаль. Конечно, сегодня Ленский район был вне конкуренции. Все представители Ленского района были мастерами спорта. И они с такой же составе могли бы неплохо выглядеть и на чемпионате России. Так что сегодня амгинцы молодцы, и поздравляю, конечно, всех жителей Амги, также приехал глава поддержать свою команду. Вот это сплочает, вот это делает именно тем, что команда борется, такая вот получается дружная, где-то поддерживает друг друга. И, естественно, итог, вот увидели, что они абсолютно лучшими стали именно в своей группе спартакиады. В комментариях пишут, что вы очень похожи на Губерниева. Откуда у вас комментаторский навык? Но все соревнования по лыжным гонкам, по биатлону, которые проходят в Алдане, рассказываю я, но я бы не сказал, что получается сравнение с Губерниевым сейчас как бы для меня это лестно, но я все-таки по своему пути иду. Есть у нас свои комментаторы в лыжных гонках, где-то я там, конечно, копирую, где-то там прибавляю, выбавляю, но пока растем в этом направлении, потому что много надо работать над собой, под речью и спортивной терминологией в том числе. Какая работа планируется осенью, началом сезона? Ну, сейчас у нас спартакиада завершена. Сегодня будут определены победители, призеры этой спартакиады. Да. Далее, 18 апреля у нас будет марафон, знаменитый алданский марафон. И лыжный сезон у нас завершится, он и начинается Алданом, и завершается Алданом. Ну и осенью мы традиционно ждем членов сборной команды России по лыжным гонкам и по биатлону. Так что, я так думаю, все любители зимнего вида спорта тоже могут уже с уверенностью начать именно осень здесь, в Алдане, чтобы на одной лыжне с ними потренироваться, где-то научиться. И мы, в принципе, планируем очень много мероприятий. Все-таки, слава богу, ковид чуть-чуть уходит, и я так думаю, что мы проведем очень хорошо осенью и всероссийские соревнования, и Кубок Республики по биатлону, а также будут в эти дни у нас и семинары, и такие тренерские советы и так далее, для того, чтобы поднять уровень наших тренеров на местах, да, в Якутии. И хотелось бы заметить, что вот такие старты нужны для Якутии. Они, вот, получается, именно для детей, они вот получают такую дополнительную мотивацию, чтобы заниматься зимним видом спорта. И для Алдана все условия, получается, тут, как говорится, природа сама сделала, чтобы развивать зимние виды спорта. Наряду с биатлоном и лыжными гонками, естественно, в Алдане надо развивать и сноуборд, и горные лыжи. Да. Тут много говорилось про развитие горнолыжного спорта и туризма в том числе. Так что, я думаю, в скором времени еще мы увидим, через 5 лет Алдан преобразится, и все любители зимнего вида спорта не только Якутии, но и России будут приезжать сюда, в Алдан, чтобы покататься на лыжах, заниматься активным отдыхом, спортом. Хотелось бы обратиться всех любителей зимнего вида спорта, любителей спорта, вообще занимайтесь спортом. Я думаю, что спорт, он всегда будет в моде, да, и, естественно, кто занимается спортом, у них и здоровье лучше, и настроение повышается. Но и хотелось бы обратить внимание, что на зимние виды спорта усилиями Александра Большунова, да, вот в последние годы лыжные гонки практически наравне с биатлоном по популярности становится. Чемпионат мира был в этом направлении каким-то толчком, и я так думаю, что в скором времени у нас тоже появятся свои Большуновы, свои лыжники, биатлонисты, которые будем мы тоже лицезреть, смотреть по телевизору, и сам вот Дмитрий Губерниев будет продолжать удивляться, что, грубо говоря, из Якутии вот вышли такие великие спортсмены, личности зимнего вида спорта. Занимайтесь спортом, любите спорт, и я так думаю, все будет отлично у нас, у всех, как говорится, позитива. Всем ЗОЖ.
Данского района. В торжественном туре и спорту Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Бугаев. Лыжных гонок Республики Саха-Якутия Семен Семенович Иванов. Заместитель главы муниципального образования, руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Управление физической культуры и массового спорта Трофимов Альберт Иванович. Резерва по лыжному спорту Скупой Максим Валерьевич. Главный тренер Республики Саха-Якутия по лыжным. Главный тренер Республики Саха-Якутия по биатлону Сафаров Альберт. Для рапорта о построении команд предоставляется судье первой категории Кадилину Сергею Владимировичу. Альберт Иванович Трофимов. Слово для торжественного открытия церемонии предоставляется заместителю министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Бугаеву. Добрый день, дорогие участники соревнований. Добрый день, дорогие организаторы, судьи, дорогие алданцы и гости города Алдан. Разрешите мне от имени Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия поздравить вас с торжественным закрытием 4-й спартакиады зимних видов спорта Республики Саха-Якутия. На нашей 4-й спартакиаде всего участвовало 27 команд из улусов и городов Республики Саха-Якутия. Спартакиада проводилась по 8 видам спорта. Дорогие друзья, мы в эти дни в городе Алдане провели заключительный, финальный этап, скажем так, да, наш чемпионат республики по биатлону и лыжным гонкам в рамках 4-й спартакиады зимних видов спорта. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить, выразить слова благодарности от имени Министерства на высоком организационном уровне нашу спартакиаду. Федерации и Республики Саха-Якутия. Монолит в гарнире победы сегодня как царь опять закалил. Опа, круто. Лаки-кути. Закрытие и Алдан. Я же Алдан не показывал. Вот. Алдан. Председателя правительства Республики Саха-Якутия за вклад в нагрудным знаком отличник физических. Ваши аплодисменты! Начинается награждение общекомандного зачета чемпионата Республики Саха-Якутия по биатлону. Ваши аплодисменты! Александр, город Якутск. Амгинский улус. Ленский район.
Третье место. Алданский район. Второе место. Город Якутск. Первое место. Нерюнгринский район. Третье место в общекомандном зачете. Муниципальное образование Анабарский Улус. Анабарский Улус. Второе место в общекомандном зачете в 4-й группе. Муниципальное образование Алайховский Улус. Алайховский. Первое место в общекомандном зачете в 4-й группе. Муниципальное образование Момский Улус. Третье место. Муниципальное образование Усть-Майский Улус. Второе место. Муниципальное образование Айвиковский Улус. Первое место в 3-й группе. Муниципальное образование Тамбовский Улус. Третье место. Муниципальное образование Мегино-Каргалахский Улус. Второе место. Муниципальное образование Чуракинский Улус. И первое место. Муниципальное образование Амгинский Улус. От Альберта Ивановича. Царь по жизни. В первой группе в общекомандном зачете. Муниципальное образование Алданский район. Второе место. Муниципальное образование Нерюнгринский район. И первое место. Городской округ, город Якутск. От имени администрации Алданского района поздравляю вас с закрытием 4-й спартакиады зимних видов спорта Республики Саха-Якутия. Отличный контент. Смотрите Макса Геликса. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. И я так думаю, что будет очень хороший контент и осенью. И спасибо Максиму за то, что приехал сюда. Освещал практически один Максим у нас спартакиаду вывез по СМИ. Да, и я так думаю, что вот эти видео все любители, независимо от спорта, будут смотреть или созреть, удивляться и наслаждаться. Все-таки зимние виды спорта, они самые красивые, извиняюсь, да, за прямоту.